В Башкортостане становится еще больше туристических мест. Система грантов и субсидий, налоговых льгот и административных послаблений позволяет поднять туризм в республике на новый уровень. Создается инфраструктура. Появляются необычные маршруты для путешествий с комфортом. В Карадельском районе строят 41 новый дом для отдыха. Это быстро возводимые конструкции, которые удалось реализовать по федеральной программе. А благодаря субсидированию от республики заработали и 2 новых пляжа. Чем еще Башкортостан может порадовать путешественников и где туристы могут получить новые впечатления, не жертвуя комфортом, расскажет моя коллега Айгуль Хатыпова. За каждым движением своих подопечных следят рыбоводы. Контролируют не только перемещение, но и содержание кислорода в воде, ее температуру и освещенность. Настоящие рыбные ясли. По мере подрастания мальков переводят из одних хватков в другие. Есть резервуары для всех стадий развития. Секрет, через 10 дней, может быть, через 2 недели начинают уже рыбки появляться. Но через 2 месяца уже начинаем кормить их спецкорм. Другой детский сад «Миллионник» развернули уже под открытым небом. Там содержатся более взрослые особи карпов, карасей и форели. А для тех, кому нравится любоваться этими подводными жителями, возвели целый туристический комплекс. 5 искусственных прудов, окруженных деревянными домиками и юртами. Летом приезжие могут попариться в бане или порыбачить. Зимой отправиться изучать окрестности на снегоходах. И все это стало возможным благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Еще один экоотель на территории республики находится в Уразбахтах. Там недавно началось строительство новых быстровозводимых домов по федеральной программе. Оценить их удобство можно будет уже в конце июля. Мы откроем двери еще 8 домов общей вместительностью 32 человека. Главная цель экоотеля, его главная задача – это объединение и совместное времяпровождение родителей и детей. Мы стараемся организовывать социальные заезды для детей, участников СВО и малообеспеченных семей. С каждым годом Башкортостан привлекает все больше путешественников, в том числе иностранных. В разных районах республики открываются музейные экскурсионные комплексы, где гости могут познакомиться с культурой, традициями и историей разных народов. Точками притяжения этнографического туризма стали геопарки Таратау, Янгантау и заповедник Шульганташ. Промышленный туризм развит в Благовещенске, событийный в Стерлитамаке и в Баймакском районе, а гастрономический в Бирске. В Чишминском районе возводится Евразийский музей кочевых цивилизаций мирового уровня. Его признали лучшим инновационным проектом уже на этапе строительства. На днях на месте бывшей деревни Текеево Салаватского района, малой родины национального героя Башкортостана, состоялось открытие историко-культурного комплекса Салават-Ере. Вот что привлекает людей? Какие-то исторические события и, конечно, природа. Вот, наверное, 2 вещи. Здесь сочетается и то, и другое. Исторически это место практически за моей спиной располагалась деревня, в которой родился, жил юношеские годы Салават Юлаев. Это историческое место. Второе – это очень красивая природа. Мы вообще приглашаем сюда, здесь на северо-восток, в Салаватский район. Здесь есть сплавы рядом. Здесь очень красивая природа, здесь сосняк. Вот 2 реки, вообще здесь 3 реки. Вот представляете, наши предки выбирали место, где 3 реки вот так сочетаются и расходятся. Очень красивое место. В самом начале своей работы глава региона Ради Хабиров обозначил развитие внутреннего туризма в Башкортостане как критическую ситуацию, связав эту проблему с отсутствием необходимой инфраструктуры. Сейчас же Башкортостан входит в то небольшое число регионов, где отмечается рост туристического потока. Об этом говорят и федеральные эксперты. На протяжении последних лет, 4, республика является для многих регионов, поверьте, регионов примером развития туризма, внутреннего туризма. Открыть для себя Башкортостан туристический может каждый. С 31 октября по 2 ноября в Уфе пройдет финал Всероссийской премии «Маршрут года», где будут представлены лучшие туристические проекты нашей республики и страны. А победа в конкурсе даст нашему региону дополнительный толчок к популярности. Айгуль Хатыпова, Дилия Махмутова и Виктор Миренков. Итоги недели.